Смотрели фильм «Форсаж»? Представляли, как круто можно управлять автомобилем и гонять в живописные места? Оказывается, это все может быть раньше, чем нам исполнится 18 лет. Уфа принимает всероссийское первенство по автомногоборью среди юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет. Что же это за вид спорта? Автомногоборье – это соревнование, с которого начинали многие знаменитые гонщики. Тут важно показать свои знания правил дорожного движения, продемонстрировать фигурное скоростное маневрирование и пройти командный конкурс по автомобильной тематике. Для всего этого ровно 5 дней школьники из разных регионов России приехали в столицу Республики Башкортостан. Миша, расскажи про эти соревнования. Это всероссийское многоборье. Оно проходит в этом году в Уфе. Мы приехали с понедельника здесь уже в городе. В первый день у нас проходили знакомства с командами. Второй день мы смотрели вождение. Вчера мы проходили визитку, и сегодня должно быть ПДД, теория. Соревнования напоминают реальный экзамен в автошколе. Все достаточно строго. Члены жюри оценивают каждый правильный ответ и каждое действие, от пристегнутого ремня безопасности до манер вождения. В первенстве участвуют более 30 команд. Сейчас на автодроме юные автомобилисты, они должны пройти безошибочно все элементы и, естественно, на время. Данил, я когда вырасту, хочу тоже водить машину. Расскажи, трудно ее водить или нет? Машина, она как живое существо, его нужно прочувствовать, словно приручить собаку. Если ты ее приручишь, то тогда она поддастся любым твоим манипуляциям, и можно стать первоклассным водителем. Данил, тебе нет 18 лет, но ты водишь машину. Расскажи, как это получилось? Очень легко. Это желание у меня появилось еще с твоего возраста. И это здорово на самом деле. Я хочу сдать на такие категории, как А и Б. Это непосредственно вождение автомобиля и мотоцикла. И получить права я смогу по совершеннолетию. Все спортсмены блестяще сдали региональные этапы, после чего приехали в Уфу. Многие участники могут дать фору даже взрослым водителям. Победителей ждут кубки, медали, дипломы, памятные подарки и, конечно, почетное звание лучших. Впрочем, самое главное испытание еще ждет школьников, когда они вырастут. Свое мастерство они будут демонстрировать на реальных дорогах, правда, уже после получения водительских удостоверений. Автомногоборье – очень зрелищный вид спорта, который требует внимания, знаний и смелости. Думаю, многие вдохновились этими ребятами, которые поставили себе новые цели. Ежов Тимур, Инлайн Бигвин, специально для Горы новостей.